Депутаты парламента Абхазии внесли изменения в законопроект об обороте оружия в первом чтении. Проект закона предусматривает запрет на ношение краткоствольного оружия с нарезным стволом. Человек не должен, посещая общественное место, заходить с оружием. Неважно, это какой там ресторан, парк и так далее. Мы это все прекрасно знаем. Но у государства по объективным, не только по субъективным, но и по объективным причинам не всегда есть возможность эти вопросы контролировать так, как прописано по букве закона. И это касается не только данного законодательства. И всплеск криминогенной ситуации с применением краткоствольного огнестрельного оружия, он вырос. И вырос потому, что люди трактуют закон иначе. Не так, как написано вот здесь, вот, да. А у людей появился такой некий сигнал к тому, что можно приобретать и какими-то окольными способами его зарегистрировать и носить. И я просил бы поддержать это не только с точки зрения буквы закона, но еще и с такой морально-этической и с точки зрения безопасности государства в целом. Народные избранники проголосовали за досрочное прекращение полномочий депутата Адгура Харази. В соответствии с пунктом З части 1 статьи 4 Закона Республики Абхазия о статусе депутата Народного собрания парламента Республики Абхазия, Народное собрание постановляет считать досрочным прекращением полномочий депутата Народного собрания Харази Адгура Рафетовича, избранного по 26-му избирательному округу. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. Депутаты парламента приняли законопроект об исполнении республиканского бюджета за 2024 год. Исполнение основных показателей госбюджета составило по доходам 15 миллиардов 742 миллиона рублей, по расходам 16 миллиардов 272 миллиона 842 тысячи рублей, дефицит 530 миллионов 242 тысячи рублей. У нас есть местные бюджеты, которые весь свой объем практически межбюджетного трансферта направляют на оплату труда работникам бюджетной сферы. Естественно, в тех условиях, в которых протекал бюджет в отчетном периоде, средства направлялись в первую очередь в те районы, которые направляли эти средства на обеспечение заработной платы работников бюджетной сферы. В этой части у нас велась такая достаточно плотная, тесная работа со всеми и главами районов, и руководителями местных финансовых органов, чтобы в первую очередь вот это направление не простаивало. В Ачамчирском районе у нас там также были предусмотрены дотации на осуществление работ капитального характера. Естественно, в условиях, когда у нас недостаточно средств, в приоритетном порядке мы направляли только на заработную плату. Но также еще раз хочу отметить, что при формировании бюджета на текущий финансовый год средства в тех объемах, в которых они не были зачислены в отчетном финансовом году, были увеличены в текущем году на поддержку, соответственно, местных бюджетов. Депутаты парламента также заслушали и приняли отчеты об исполнении бюджетов 6 внебюджетных фондов за 2024 год. Исполнение бюджета фонда соцстрахования и охраны труда составило 105%. Все запланированные проекты выполнены в полном объеме, а также происходит поэтапное повышение размеров выплат по льготам, сообщила зампредседателя фонда Ирма Чантурия. В этом году, как никогда, мы начали год 25 без задолженности, ни перед одним страхователем не было долгов. Все абсолютно пособия были выплачены своевременно, и мы год начали, как говорится, с чистого листа, без старых долгов. Все проекты и все пособия, которые у нас запланированы, выполнены в полном объеме. Мы ежегодно увеличиваем размеры социальных пособий. Президент Абхазии Бадра Гунба 22 апреля внес на рассмотрение парламента представление о назначении Адгура Агрба на должность генерального прокурора. В ходе заседания путем тайного голосования кандидатура Адгура Агрба была утверждена. За данное назначение проголосовали 25 человек, против – 3. При осуществлении полномочий Генерального прокурора Республики Абхазия свято соблюдать Конституцию Республики Абхазия и законы Республики Абхазия,
защищать права и свободы человека и гражданина, охраняемые законом интересы общества и государства. Нулевую ставку НДС на услуги, оказываемые при международных воздушных перевозках в международном аэропорту Сухум, утвердил в окончательном чтении парламент Абхазии. Как уточнил вице-премьер Джансух Нанба, проект закона направлен на снижение стоимости международных авиационных перевозок для пассажиров и, как следствие, увеличение пассажиропотока в республику. Установление нулевой ставки НДС – это лишь, так скажем, шаг, который позволит нашему аэропорту быть конкурентоспособным. В этой связи справедливо заметить, что установление нулевой ставки не играет решающей роли в стоимости билета. Хочу вас проинформировать, что между двумя правительствами, между Российской Федерацией и Республикой Абхазия идет на сегодняшний день проработка вопроса установления тарифов аэронавигационных сборов, которые будут соответствовать внутрироссийским. Срок вступления в силу закона о кадастре недвижимости перенесен на 1 октября 2026 года. Поправки коснулись конкретизации компетенций должностных лиц и работников регистрирующего органа. Также они направлены на совершенствование норм, регулирующих понятий недвижимого имущества, правовое регулирование госрегистрации и оборота недвижимого имущества. Настоящий закон вступает в силу с 1 октября 2025 года, за исключением главы 10 настоящего закона, статьи 63, статьи 69, вступающей в силу с 01 июня 2025 года. Эта статья говорит о том, что все организационные моменты, они должны вступить с 1 июня, и заниматься кадастровая палата, чтобы занималась всеми организационными моментами. А сам закон продлить его, чтобы он вступил с 1 октября. В первом чтении внесены изменения в закон о Национальном банке Абхазии. Основная цель поправок – установление лимита кредитных ресурсов Банка Абхазии и ограничение полномочий председателя в части принятия решений о кредитовании кредитных организаций. Также депутаты утвердили отчет председателя Банка Абхазии Беслана Барателя за 2024 год. Совокупный зарегистрированный уставной капитал кредитных организаций составил 566,9 миллионов рублей. На долю иностранного капитала в совокупном оплаченном уставном капитале кредитных организаций приходилось 14,7%. Не может система выстраиваться только на субъективном принятии, значит, решения по желанию председателя Нацбанка. И на самом деле это упростит работу, потому что будет законодательно запрещено, значит, проводить процесс перекредитования. Потому что с чем мы сегодня сталкиваемся, от чего мы уходим? Вот были события прошлого года, все мы прекрасно знаем, какие они были тяжелые. Деньги, остатки на счетах Минфина резко начинают падать. И может возникнуть ситуация, когда на счетах Минфина деньги есть, а в банке этих денег нет. Где деньги? Они в виде кредитов рефинансирования предоставлены коммерческим банкам. Мне кажется, ситуация, не дай бог, когда возникнет какой-нибудь форс-мажорный сюжет, да, война или болезнь или еще что-то, когда Минфину нужно будет срочно мобилизовать все средства из банка, ну, грубо говоря, потратить до копейки, окажется, что в банке-то этих денег нет. Только на бумаге деньги. И чтобы уйти от этого, чтобы обезопасить государство и защитить государственные финансы от притязаний со стороны коммерческих банков, предложена идея устанавливать лимит кредитного портфеля. За значительный вклад в развитие культуры и укрепление абхазо-российских культурных связей генерального директора Рустрама Ираклия Хинтба наградили почетной грамотой Народного собрания. В завершении заседания сессии депутаты сформировали постоянно действующую комиссию по избранию депутатов молодежного парламента при Народном собрании и утвердили ее численный и персональный состав. Кундашова, Раму Камки, Абхазское телевидение.